День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Настоящий праздник для любителей вольной борьбы. Кто войдет в состав сборной России на предстоящем Кубке мира и как город подготовился к международному турниру. Мусорная реформа. Платим по-новому, а убирают по-старому. Когда исчезнут мусорные горы и спасет ли ситуацию строительства нового полигона? Фекальные реки. Как бороться с незаконным сливом нечистот и что делать, если городской коллектор не справляется с нагрузкой? Инновации – это наше все. Как сделать современную жизнь лучше и комфортней. В столице прошел инновационный стартап-тур «Цифровой регион». Собственное жилье – мечта каждого жителя. Подорожает ли квадратный метр и чего ждать от застройщиков, узнавали наши корреспонденты. Красоты Якутии своими глазами. Все больше и больше желающих прокатиться с ветерком приезжает в нашу республику. Путешественники делятся своими впечатлениями. Одна из самых актуальных тем на сегодняшний день – это мусорная реформа. Несмотря на то, что жители уже платят по новым, более высоким тарифам, реализация реформы на деле до сих пор буксует. Мусорные горы не исчезают, и много мнений появилось по поводу строительства нового мусорного полигона. Решит ли он проблему Якутска? Как по-новому будет вестись переработка и утилизация коммунальных отходов? И станет ли от этого наш город чище? В Якутске в конце этого года будет построен и введен в эксплуатацию новый мусорный полигон на 26-м километре Вилюйского тракта, который будет отвечать всем современным требованиям. А действующий на 9-м километре будет рекультивирован за счет федерального финансирования по программе «Чистая страна». По федеральной программе в Якутии рекультивации подлежат 5 объектов. Это свалки городов Якутск, Нюрба, Вилюйск, Мирный и объект накопленного мусора Куларской золотоизвлекательной фабрики. На эти цели до 2024 года из федерального бюджета будет направлено свыше 1,2 миллиардов рублей. В 2020 году планируется рекультивация полигона города Якутска. С 2021 года по 2023 рекультивация свалки города Нюрба. И в 2024 году свалки города Мирный и города Вилюйск. Действующий полигон в Якутске существует с 1960-х годов. И уже накоплено более 5 миллионов кубов мусора. И ежегодно накапливается по 600 тысяч кубов отходов со всего города. На рекультивацию этого полигона из федерального бюджета будет направлено более 570 миллионов рублей. Действительно, полигон у нас не отвечает сейчас требованиям экологического законодательства. Он находится слишком близко к городу. Особенно люди, которые живут по Сергеляцкому шоссе, по Борисовке 1, чувствуют запахи, которые отходят оттуда. Да. По рекультивации полигона мы сейчас активно работаем. Сейчас заказан проект у нас рекультивации полигона. Мы взяли уже все пробы изыскательские, то есть геологические, гидрологические, экологические экспертизы, все взяли уже пробы. Надеемся, что к 1 июня мы закончим проект. Что касается строительства нового полигона, то его мощность составляет более 4,3 миллионов тонн. По проекту он полностью исключает контакт размещаемых отходов с окружающей средой. Работы по проектированию нового полигона были начаты в августе 2018 года. Срок окончания проектирования – июня этого года. В марте уже должны начаться работы по проектированию комплекса обработки отходов, строительство которого будет вестись в течение 2020 года. По закону полигон должен эксплуатироваться 25 лет и быть разделен на 5 карт. Мы вот на этом чертеже видим как раз эти 5 карт, то есть, иначе говоря, 5 производственных зон, которые запускаются по мере того, как одна зона, значит, заканчивает свою работу. Но я хочу сказать, что на этом полигоне помимо 5 карт на новом запланированы предприятия по обработке мусора, запланированы места хранения, значит, уже отсортированных полезных фракций вторичного сырья. После того, как мусор пойдет через предприятие по сортировке мусора, по обработке мусора, он будет очень сильно сжат, поэтому, так сказать, длительность эксплуатации каждого участка, каждой карты и полигона в целом будет гораздо выше, чем 25 лет. Вот, поэтому перспективы длительности работы этого объекта очень большие, порядка 100 лет, наверное.
Но горожане, чьи дачи расположены на Вилюйском тракте, беспокоятся по поводу того, что с нового мусорного полигона также будет идти зловонный запах, как и со старого, и мусоровозки будут высыпать отходы прямо в лес на границе дачных участков. Вот сейчас проехать руководству нашему надо города по Вилюйскому тракту до 26, хотя бы до 14 километра. А лучше и до 16-го, потому что мы-то ходим туда пешком, где грибочки собираем, где ягоду собираем пешком. Все замусорено, все замусорено. Это еще не ездят мусоровозки. Но региональный оператор уверен, подобных нарушений не будет. Проводили исследования, это отдельные исследования по розам ветров. Значит, именно в направлении дачи, в направлении города эта роза ветров не очень сильно, так сказать, будет доносить запах. А кроме того, после прохождения через предприятие по обработке отходов запах очень сильно уменьшится. Потому что отходы будут в очень сильно сжатом состоянии, они будут измельчены, во-первых, неутильный остаток, который именно пойдет на полигон, так, они будут измельчены и очень сильно сжаты. Проект нового полигона проходит этап экспертиз, и после этого уже начнется само строительство. Объект планируется сдать в конце этого года. Финансирование осуществляется за счет средств внешнего инвестора, сумма более 1 миллиарда рублей. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Каждый год жители столицы с нетерпением ждут прихода весны. Теплая погода, солнце, прогулки на свежем воздухе, лыжи, коньки, поездки на дачу и многое другое. Но в то же время эта весна уже принесла горожанам и множество проблем. Неубранный вовремя снег, переполненные мусорные баки и несанкционированные свалки. Затопленные улицы, полная неразбериха с бродячими животными. И это только первые теплые дни. Ждать ли коммунального коллапса жителям Якутска этой весной? Что нужно и что должны сделать столичные власти, чтобы горожанам проживание было комфортным? Мы сегодня спросим у гостя нашей студии. Это министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Садовников Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Как в целом можно охарактеризовать коммунальную ситуацию, сложившуюся в эти дни в столице республики? Слишком не сказал бы, что она такая трагичная, да? Между тем, считаю, что она немножко искусственно раздута, в том числе за интересантами этой темы. И вот последний мы для того, чтобы убедиться, сами организовали рейд. И надо еще признать один еще большой факт, то что вот буквально через неделю мы будем организовывать большой международное мероприятие, как международный турнир Кубок мира по вольной борьбе. И мы сегодня обращаем внимание, хотя никогда не отходили от этой проблемы. И в виде рейдов мы объезжаем сегодня квартала города Якутска. И в рейде участвуют контролирующие органы. Повторюсь, что нет такой большой трагичности, но между тем все равно городским службам надо обратить внимание, потому что весна – это, конечно, горячая пора для якутских коммунальщиков. Традиционно это проходило в виде штабов, организационных некоторых моментов, когда мы всегда поднимали весь город. К сожалению, сегодня мы видим, что немножко в этом плане есть запаздывание. Хотя скажу, что в коммунальном хозяйстве столицы работают довольно опытные люди. Но, тем не менее, отдельно хотелось бы затронуть тему мусора. Эта проблема у всех на слуху. И упомянули вы о рейдах. Неужели нужно участие регионального министра, чтобы контролировать вывоз мусора? И что делают столичные власти? Неужели они не справляются с этой ситуацией? Во-первых, работа регионального оператора, есть здесь полномочия и региона. То, что мы выбрали в свое время региональным оператором по центру Якутск Эко-Сити. И мы, конечно, как ответственная структура, абсолютно не перелаживая свои обязательства на чужие плечи, мы вот подключились для того, чтобы мы воочию посмотреть, какая ситуация. В этой теме очень много было игроков. Сегодня вот законодатель определил, чтобы работал один региональный оператор. И как любая реформа, все равно есть определенное сопротивление. Ну, в свое время, если даже взять, вот когда жилищно-коммунальное хозяйство, когда управляющие компании создавались, это были все частные конторы, и это тоже проходило, как говорится, в муках, определенных вопросах и трениях. И сегодня такая же картина, по сути, складывается с региональным оператором. И в то же время мы
претензий к региональному оператору сегодня не видим. Да, есть определенные трудности, но региональный оператор здесь по столице подтягивается. Подтягивается, и сегодня даже вот горячие линии мы за неделю в целом по республике получили только 8 звонков. И то 4 из них консультативного характера. Но, тем не менее, недавний случай с упавшим снегом на крышу автомобиля мэра удивил и очень многих возмутил, ведь на месте машины мог оказаться живой человек. Как обстоит ситуация с уборкой снега с крыш жилых домов, кем этот вопрос контролируется и как этот вопрос контролируется? Ну, уборка снега это всегда контролировалось муниципальными властями, а то, что вот снег упал на машину мэра, это, конечно, ну, такой случай получился. Не нарочно, наверное, это не прошлогодний снег, как некоторые шутят, то, что вот снег остался с прошлого года и вывалился на авто. Но в то же время надо муниципальным властям обратить внимание, то, что покров снега нынче больше, чем обычный. Если раньше норматив был 90-100%, да, то сегодня гидрометслужба отмечает, что сегодня эта картина выше и составляет 130, местами 150%. Ну и такой вопрос напоследок. Если у горожан возникнут какие-то проблемы и вопросы по поводу неудовлетворительной работы, может быть, столичных коммунальщиков, то куда им можно обратиться? Это касается части твердых коммунальных отходов, части свалок. У нас работает горячая линия, номер 50 68 65. В этот номер могут позвонить все, в том числе жители столицы. И мы открыты, мы готовы для того, чтобы решить эту проблему. Я уверен, что у нас реформа пройдет нормальным образом, и город будет в чистоте, и в том числе республика. Огромное спасибо за то, что нашли время подойти к нам и ответить на вопросы. Я желаю вам удачи в работе. Спасибо. Напомню, в студии был министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников. Сейчас мы ненадолго прервемся и вот о чем расскажем далее. Долевого строительства больше не будет. Подорожает ли от этого жилье? Фекальные реки. Почему городской коллектор не справляется с объемами загрязнения? Глава республики назвал спортсменов, которые войдут в состав сборной России по вольной борьбе. Мы продолжаем. Это программа «День за днем». О своем собственном жилье, безусловно, мечтает каждый. Кто-то хочет свой дом в Сосновом Бору, а кто-то мечтает жить в уютной квартире с красивым видом из окна и приветливыми соседями. Для жителей ветхого и аварийного жилья в этом году власти республики предусмотрели очень серьезные меры по переселению. Более 60 тысяч якутян станут счастливыми обладателями новых комфортных квартир. Тем временем тем, кто мечтает купить новое жилье, возможно, придется пересмотреть свои планы, так как на рынке недвижимости грядут большие перемены, и часть застройщиков может просто прекратить свое существование и уйти с рынка. А оставшиеся строительные компании будут поднимать цены на возводимое жилье. Одна из главных причин этого – долевое строительство. Оно канет в лету, а на его замену приходит проектное финансирование. В июле прошлого года вступил в силу 214-й федеральный закон. Он ужесточил требования к застройщикам, которые будут привлекать средства дольщиков. Однако последствия ожидаются неоднозначные. Какие именно? Скажутся ли они на рынке недвижимости? И главное, сколько будет стоить квадратный метр жилья, расскажет Саргалана Захарова. Обманутых дольщиков больше не будет. Рынок недвижимости очистится от недобросовестных застройщиков. Такие результаты ожидают от внедрения проектного финансирования в стране. Оно придет на замену долевому строительству. Теперь привлекать средства граждан смогут только хорошо проверенные девелоперы. Ряд изменений в законе уже вступил в силу. Так, прежде чем начать заключать сделки с населением, строитель должен подтвердить свою состоятельность. Собственных средств у него должно быть не менее 10% от стоимости всего объекта. Кроме того, с каждого
нового договора долевого участия он обязан отчислять 1,2% суммы договора в компенсационный фонд. В будущем, если проект потерпит фиаско, то эти средства гарантируют завершение работ и передачу квартир дольщикам. Еще условие – одно разрешение в одни руки, то есть параллельного строительства больше не будет. Компании бросят все средства и силы на один объект. А значит, дома будут возводиться быстрее. Растягивать строительство девелоперам станет крайне невыгодно. Однако нововведения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, участники строительства максимально защищены, с другой, будут ли теперь им по карману желанные квадраты. Мы предполагаем, что с 1 июля текущего года произойдет подорожание стоимости 1 квадратного метра. Примерно где-то на 20%. Причина – новые правила привлечения средств дольщиков. С 1 июля 214-й федеральный закон вступит в полную силу, в том числе и главный атрибут проектного финансирования – так называемые эскроу-счета. Эскроу-счета – это счет блокированный, куда могут поступать средства по договорам долевого участия, и застройщик их не может потратить до момента завершения строительства. Если деньги дольщиков строители больше не смогут использовать, то заменить их придется либо собственным капиталом, либо кредитными средствами. Во втором варианте проценты лягут на размер стоимости квадратного метра. Здесь по-другому строители не могут отреагировать, то есть цену сдерживать мы не сможем. Во-первых, потому что любой объект сейчас пойдет под проектное финансирование, это кредитование застройщика, это выплата процентов. В среднем сейчас это 12% годовых. Среднее проектное финансирование, которое сейчас выдается, и на которое заявки рассматриваются, это 3 года. Вот. Для застройщика это большая статья затрат, которая сказывается на его прибыли. Если крупные компании еще смогут подстроиться под новые правила, то мелким фирмам остаться на плаву будет сложно. Застройщиков станет в разы меньше, объемов строительства, соответственно, тоже. Но уже сегодня эксперты в сфере недвижимости наблюдают снижение спроса на первичку. Люди меньше стали покупать новостройку, так как цена на новостройки поднялась в этом году на 10%. Прошлой осенью мы наблюдали рост цены на 3%. Некоторые застройщики, которые вот только будут выставлять на продажу, есть прогнозы, что они будут выставлять на 95-100 тысяч за квадратный метр. Руководство республики и Минвостокразвития России видят решение проблемы в отмене эскроу-счетов на Дальнем Востоке. Рассматриваем вопрос об адаптации 214 федерального закона для субъектов Дальнего Востока. Сгладить вот этот переход на эскроу-счета для субъектов или вообще исключить переход на эскроу-счета для того, чтобы люди могли Дальнего Востока приобретать жилье, привлекать население на Дальний Восток. Другой вариант – снижение процентной ставки ипотечного кредитования. Однако пока и здесь наблюдается рост. В одном из интервью министр строительства России Владимир Якушев прокомментировал эту ситуацию. Решения Центрального банка по поднятию ключевой ставки, которые привели к росту ставок по ипотеке, были связаны с макроэкономической ситуацией. Но такие решения кратковременные. В ближайшее время прогнозируется снижение ставок. Если этого не произойдет и ситуация с кредитованием станет кардинально меняться в сторону увеличения ставок, то, конечно, мы будем искать способы поддержки жилищного строительства. Возможные последствия понимают и в федеральном правительстве, но в то же время осознают. Увеличивать количество обманутых дольщиков дальше нельзя. Проектное финансирование сведет эти риски к нулю. Главное, чтобы покупательская способность вместе с этим не сошла на нет. Саргалана Захарова, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Продолжая жилищно-коммунальную тему, жители столицы по-прежнему утопают в нечистотах, которые незаконно сливают в неприспособленные для этого люки, а порой даже просто на землю. Штрафы и предупреждения ни на кого уже не действуют. Государственный комитет по ценовой политике республики по согласованию с компанией «Водоканал» принял решение, которое, как планируется, поможет решить эту проблему. С 1 июля этого года будут отменены тарифы на прием сточных вод на сливной станции в Якутске. Насколько эта мера сократит число несанкционированных сливов в черте города, как решить эту проблему и почему городской коллектор не справляется с объемами загрязнения. В проблеме разбиралась Ульяна Шагина. Поселок геологов. Жители этого дома по адресу Билибина, 28, несколько лет подряд задыхаются от зловоний. А все дело в том, что позади их дома на небольшом пустыре у водоема находится канализационный люк, который облюбовали водители фекалок. И окна не могли открывать. Запах стоял на весь поселок. Целую ночь езжут, сливают, бесполезно.
Проблема решена весьма необычным способом. С недавних пор, а точнее с февраля месяца, люк придавлен кузовом от старой машины. Насколько эта мера действенна, покажет время. Но жители рады и этому. Между тем, такие люки есть и во многих районах города. На Гемеине, 17-м квартале, Мархе. Водители не доезжают до официальной сливной станции, предпочитая выливать нечистоты в канализационные люки или того хуже, близлежащие водоемы. В связи с чем городской канализационный коллектор, который находится в ведении водоканала, просто-напросто не справляется с объемами загрязнений. Проблема началась где-то года 3 назад. Мы выходили из ситуации простой очисткой механической, но вот последние 2 года уже проблема стала очень серьезной. Сегодня работники водоканала все очистные работы проводят вручную. В скором времени ситуация должна поменяться. Компания закупила новую, более мощную каналопромывочную спецтехнику, которая в разы должна облегчить работу специалистов. Специальное приспособление типа кошка, и есть еще дополнительные у нас механизмы, которые убирают, получается, песок из трубы. Сегодня в городе имеется всего 2 коллектора, которые полностью берут на себя работу по сборке сточных вод. В этом году планируется капремонт коллектора номер 2, которое сейчас находится в аварийном состоянии, а также строительство 3-го и дополнительной насосной станции. Коллектор стал волнообразным, сваи выперли, где-то наоборот опустились, и в итоге вот в этих приямках накопился ил, песок, подготовлено техзадание, и вот после того, как будут завершены проектные работы, вот тогда будет известна сама сумма. Прогнозно это где-то около 200 миллионов будет. Отметим, что проблемы с загрязнением коллектора водоканал испытывает давно. Причина кроется не только в износе труб и размыве грунтов из-за активной застройки южной части города. Свою лепту в загрязнение канала вносят и ассенизаторские машины, которые в погоне за выгодой не хотят ездить на городскую сливную станцию и сливают отходы в канализационные колодцы. В связи с чем в компании началась серьезная работа по борьбе с нарушителями. Здесь мы попытались установить пункт наблюдения для того, чтобы пресекать несанкционированные сливы. Вагончик простоял буквально сутки. И в ночь на 27 февраля его просто сожгли. Сегодня штраф за слив в неположенном месте составляет 1000 рублей. Низкая административная ответственность также усугубляет ситуацию. Водителям выгоднее заплатить штраф, чем нести убытки за ГСМ и оплачивать за каждый кубометр слива. Здесь надо будет выходить законодательной инициативой на федеральный уровень с тем, чтобы штрафы были высокие, чтобы они начинались от не менее 50 тысяч рублей на физическое лицо и более 100 тысяч рублей на юридическое лицо. Городское предприятие «Водоканал» является монополистом на прием и переработку жидких бытовых отходов. И единственный в столице пункт приема, принадлежащий компании, находится по улице 50 лет Советской армии в районе ГРЭСа. Сюда приезжают сливаться фекалки со всего города. Сливаются через лоток, стойки проходят через обработку через решетки, песколовки и отправляется накопитель. В ночное время, когда пиковые нагрузки из города, поступление воды небольшие, мы перекачиваем эту воду, фекальную воду, на обработку, на биологическую очистку. Станция рассчитана на 10 тысяч кубов в сутки. Компания «Водоканал» озабочена тем, что объем слива фекальных машин очень маленький. Частникам невыгодно ездить сюда и оплачивать за каждый слив. Именно поэтому участились случаи несанкционированных сливов в неположенных местах. Стоимость рейса машины 2000 для предприятий частного сектора. А сливная станция 780 рублей. Сливная станция, которая забирает практически 80% от этих 2000. Одно из решений – это открытие альтернативных сливных станций. Водители не устраивает удаленной станции на 50 лет Победы. Каждый день им приходится тратить как минимум 2 часа, чтобы доехать до ГРЭСа. Тяжело сейчас, в данное время гололед, скользко. Машин стало очень много, время тратим много. Между тем, проблема пока решена только отменой тарифов за прием сточных вод на сливной станции. Госкомцентр по согласованию с водоканалом с 1 июля 2019 года принял решение об отмене тарифов на прием сточных вод сливной станции. Таким образом, это приведет к снижению затрат
предпринимателей, занимающихся вывозом сточных вод с частного сектора. Между тем, отмена тарифов не гарантирует, что все водители поедут сливаться на станцию. Здесь нужна консолидированная работа всех участников процесса. И без строительства дополнительной станции ее не решить. Ведь в первую очередь от запаха и нечистот страдает местное население. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся, не переключайтесь и смотрите сразу после рекламы. Кто вошел в состав сборной страны и как идет подготовка к Международному Кубку мира по вольной борьбе? В ногу со временем в Якутске определили лучшие стартап-проекты Дальнего Востока. Встретить навигацию во всеоружии. Ленский речной порт готовится к летнему сезону. Мы продолжаем выпуск. В эти дни столица республики принимает международный турнир по вольной борьбе среди юниоров, посвященный 70-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия турнира назвал спортсменов-якутян, которые войдут в состав сборной России на Международном Кубке мира по вольной борьбе. Я счастлив, что в год 70-летия нашего великого Романа Михайловича Дмитриева Якутск добился права проведения Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет здесь ровно через 1 неделю. И я сегодня рад всем сообщить, что в составе сборной России на Кубке мира будут бороться наши земляки. В весовой категории до 57 килограммов Ариан Тютрин и до 65 килограммов Виктор Рассадин. К предстоящему Кубку мира по вольной борьбе столичные и республиканские власти готовятся со всей серьезностью. Принимать спортсменов будут на высшем уровне. Спортивные баталии обещают быть очень жаркими, ведь на турнир съедутся только сильнейшие. О том, как идет подготовка к международному мероприятию, расскажут мои коллеги. Якутия на 100% готова к проведению Кубка мира по вольной борьбе. Организаторы турнира проделали огромную работу. Были учтены все условия, выставленные Международной Федерацией Объединенного мира борьбы. В «Триумфе» закончены ремонтные работы, также подготовлены места для проживания, питания и тренировок. Все отвечает регламенту соревнований. Внимание уделили и зрителям турнира. Запланировали много интересного для наших болельщиков. Для каждого болельщика будет роздан во время перед открытием соревнований. Это 16 числа, 15:30 браслеты, одев которые зритель будет принимать участие на церемонии открытия. Это браслеты, которые будут светиться разным цветом и будут помогать любимой команде. Я надеюсь, будут болеть за российскую сборную. Ожидается приезд около 250 участников и гостей. В Якутске выступит 8 сильнейших команд, которые определились по итогам прошлогоднего чемпионата мира. Я надеюсь, что соперники, хотя они очень непростые, сильные, но посмотрим, насколько выросло мастерство наших ребят. Так что приходите, поболейте нашим ребятам. Готовятся к предстоящему кубку не только организаторы. Якутские любители вольной борьбы готовят подарки гостям и организаторам турнира. Для фанатов борьбы это особенное событие. На всех соревнованиях спортсмены и гости отмечают якутских зрителей, которые радушно привечают всех и болеют за красивую борьбу. Мы готовим свои памятные сувениры, подарки в виде нашего национального кубка «Чорон». В знак благодарности это то, что доверили нашей республике, нашему борьбе, якутской школе борьбы, что мы заслуживаем такой большой турнир соревнований. И хотим дальше, чтобы у нас проводился такого ранга
соревнований здесь у нас в Якутии. По всему Якутску в поддержку Кубка мира проходят мастер-классы по вольной борьбе. Их проводят на непривычных площадках – торговые центры, музеи, кинотеатры. Воспитанники спортивных школ и профессиональные тренеры в игровой форме учат всех желающих азам вольной борьбы. Ребята относятся к сопернику уважительно, и после победы, после поражения обязательно должны пожать руку. Мы ездим по всей республике, на всех соревнованиях, чуть ли не каждую неделю. И там очень талантливые ребята, да. Мастер-класс проводится в связи с проведением у нас в республике впервые в истории Кубка мира. Это очень знаменательно и очень, скажем, ответственно. Это большие соревнования, куда приглашаются только лучшие из лучших и самые лучшие, там, сильнейшие. Помосты 3 на 3 метра, в 4 раза меньше оригинальных, но не уступают им в качестве. Маленькие тренеры с уважением и осторожностью обращаются со своими подопечными. Акции будут проходить до 15 марта, вплоть до начала Кубка мира. Каждый, кто прошел мини-мастер-класс, получает сертификат об участии. Мы здесь показываем броски, борьбу показываем, чтобы другие дети тоже захотели заниматься борьбой и заниматься в общем спортом вообще. Я делюсь своими приемами со своими напарниками по борьбе. Проведение Кубка мира в Якутии – это стимул для маленьких спортсменов. Я рад, что это будет проходить в Якутске. Я хочу попасть сюда. Я хочу посмотреть звезд многих. Буду болеть за Рашида Судулаева и Тютрина. Вся Якутия с нетерпением ждет Кубок мира. Для всех почитателей вольной борьбы и не только проведение столь крупного соревнования в Якутске по-настоящему историческое событие. И каждый якутянин хочет внести свой вклад в историю. Юрий Осипов, Иван Яковлев, Алексей Семенов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. 3 дня без перерыва, только нанопроекты, только современные технологии. В Якутске состоялось еще одно очень важное мероприятие. Это открытый инновационный стартап-тур «Цифровой регион». В его рамках прошли круглые столы, мастер-классы и презентации лучших стартап-проектов. Какие идеи якутских стартаперов удивили гостей мероприятия? Насколько конкурентоспособными стали идеи представителей Дальнего Востока и над чем придется поработать? Об этом в материале Дмитрия Тымырова. Более 170 заявок поступило в адрес организаторов стартап-тура в этом году. И только лучшие из них были отобраны в полуфинал мероприятия. 6 лучших проектов из Хабаровского края, Приморского края и Амурской области и целых 24 проекта из нашей республики поборолись за звание лучшего. На самом деле выбор Якутска не случайно на Дальнем Востоке, потому что мы действительно и правительство, и бизнес-сообщество, и университет очень много делают для того, чтобы здесь появлялись успешные стартапы. А кормовая база для инвесторов – это вот успешные молодые ребята, которые заработают деньги не только себе, но и инвесторам. Среди отобранных в финал стартап-тура проектов было представлено немало инновационных идей. Члены жюри конкурса выбирали лучших по 3 трекам. Ну, во-первых, у нас очень большая ставка на то, что мы найдем здесь проекты, которые подойдут новым трекам и новым интересам государства в области освоения Арктики. Естественно, ваши климатические условия очень сильно совпадают с тем, что мы ищем. И также рассчитываем получить интересные проекты в области биомедицины, сельского хозяйства в первую очередь, в области цифровых технологий, IT-проектов. А таких проектов было представлено немало. Команда Амурской области презентовал проект по энергосбережению. У нас примерно так же холодно, как у вас, большая часть времени в году. Поэтому для нас важна проблема дороговизны тепловой энергии. И мой проект как раз направлен на то, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Он из себя представляет солнечную батарею нового типа, которая именно относится к классу вакуумных коллекторов, предназначенных для выработки тепла. Среди молодых стартаперов из нашей республики тоже были идеи, направленные на освоение Арктики. У нас сейчас существуют такие способы, как закачка попутного нефтяного газа обратно в пласт. Но это очень затратно, и поэтому мы предлагаем свой способ получения из попутного нефтяного газа газовых гидратов. Выбрать лучшего было очень сложно. В итоге в каждом треке были определены свои финалисты, а победителя конкурса стартап-проектов члены жюри выбирали уже путем голосования. 4, 4, 4, 4, 5 на 4, 20 баллов.
Победителем стартап-тура этого года стала команда Николая Потапова с проектом «Ведроид». Они получили денежный сертификат на сумму 300 тысяч рублей и путевку во всероссийский конкурс стартап-проектов «Стартап Village», который пройдет в конце мая этого года в Москве. Делаем экспортный продукт робот-уборщик «Ведроид». Мы здесь выставили презентацию именно на клининговом бизнесе. Мы производим УАЗика, продукт, который можно экспортировать и продавать именно по цене того же УАЗика, то есть по низкой цене. Мы делаем технику, способную представить высокие КПД для клинингового бизнеса. Как отметил старший вице-президент по инновациям фонда Сколково, выбор победителя конкурса стартап-тура основывался на нескольких важных компонентах. Проект хороший, он должен иметь 4 основных компонента. Первое – это хорошая научно-технологическая база, потому что по условиям Сколково это всегда должен быть проект инновационный в мире и с очень сильной научной базой. Второе, на что мы смотрим, то, что эту науку можно превратить в технологии. Иногда наука чудесная, но практической технологии нельзя просто сделать. Третье – это вопрос экономического применения этой технологии, насколько проект будет востребован позже, когда уже сделает свой продукт. Ну и четвертое – это команда, потому что без хорошей команды, собственно говоря, воплотить никакой проект нельзя. Вот если эти 4 критерия у проекта есть, то он набирает максимальное количество баллов, побеждает. Министр по инновациям региона отметил, что в этом году среди участников была сильная конкуренция. И это было к лучшему, ведь каждый год нанотехнологичных идей становится все больше и больше. И с каждым годом надо привыкать нашим ребятам, что конкуренция будет выше и выше. Но это хорошо, потому что рынок бизнеса тоже конкурентный, и мы готовим их на внешние рынки. И чем раньше они столкнутся с конкуренцией, тем лучше. Вообще понятие конкуренции в Якутии нам нужно развивать. Вместе с тем эксперты отмечают, что нужно развивать предпринимательское начало молодых кадров и сделать основной акцент на создание лабораторий и на международное сотрудничество. Предпринимательская составляющая, понимание бизнеса, того, как это развивать в логике денег, получения прибыли в будущем, работы с инвесторами. Этого пока не хватает. И я думаю, что чем больше будет развиваться лаборатории в университете, чем больше будет сотрудничество с мировыми центрами по графену или по тест-системам медицинским, тем больше будет опыта, тем больше будет возможности посмотреть на свой проект не только как на научное, такую интересную научную деятельность, но и как на будущий бизнес, как на продукты, как на сервисы. Но несмотря на это, сегодня Якутия считается одним из ведущих регионов на Дальнем Востоке по развитию IT-отрасли. Это отметил в своем выступлении Айсей Николаев. Мы сегодня уже IT-столица Дальнего Востока, и причем уже достаточно уверенно. В этом отношении никто уже с нами здесь практически не конкурирует. Наша задача стать одним из центров IT в нашей стране. Слова руководителя региона подтвердили и гости мероприятия. Они говорят, что сегодня в Якутии создана хорошая база для развития IT-отрасли. Даже в некоторых моментах они опережают и столичные IT-площадки. Здесь, конечно, нет того, чего нельзя сделать в центральной части, но здесь есть то, что в центральной части еще не делается. В этом самая удивительная история, что в Якутии, которая не обладает большими человеческими ресурсами, в пересчете на душу населения, наверное, самый высокий IT-показатель. У этого нет объяснения. Нам попытались сегодня в рамках пленарной сессии сказать, что это потому, что здесь очень мощная математическая школа традиционная. Наверное, да. Также Айсей Николаев отметил, что развитие IT-отрасли в республике имеет очень большую роль как в плане развития региона, так и развития всего Дальнего Востока. И эта работа будет продолжена и в ближайшие годы. Это стало возможным благодаря указу главы республики по развитию цифровой экономики и развитию инноваций. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся, и после рекламы вы увидите. Ленский речной порт готовится к проведению навигации. Наши коллеги узнали, как идут работы. Все больше и больше путешественников едут в нашу республику своими глазами увидеть якутскую природу. С вареньем, сгущенкой или икрой в республике с размахом отметили Масленицу.
Мы продолжаем. Полным ходом идет подготовка к навигации 2019 года в Ленском речном порту. Производятся основные ремонтные работы техники, как портальных кранов, так и плавучих средств. С приходом теплой погоды сотрудники Ленского речного порта вышли на улицу очищать от снега механизмы портальных кранов. На выморозке находится теплоход Юрий Арбатский. Работники приступили к ремонту корпуса судна, руля и других частей, требующих исправления неполадок. Ему за 30. Если для человека это прекрасный возраст, то для теплохода уже преклонный. Юрий Арбатский в навигацию выполняет рейдово-маневренные работы в Ленском речном порту. Для его бесперебойной эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием судна. Если зимние морозы не позволяли производить ремонтные работы корпуса, то с наступлением весны сварщики, слесари и другие так называемые лекари приступили к своему делу. За долгие годы использования теплохода, конечно, идет износ. Если люди медосмотр проходят ежегодно, то судно раз в 4 года. Специальная комиссия обследует теплоход и делает назначение для устранения неполадок, чтобы через пару месяцев Юрий Арбатский почти как новенький спустился на воду и услышал привычную команду «Лево руля». Помимо, значит, этих наружных корпусных работ, в машинном отделении там частичная замена систем водоснабжения, ремонт двигателей. Эти высоченные железные цапли тоже пока бездвижно спят над покрытой льдом Леной, а детали их механизмов приводят в исправный вид в цехах. Для того, чтобы в самый ответственный момент не случилось неполадок, которые приведут к сбою всей системной и отлаженной работе по доставке груза, после завершения очередной навигации необходимо тщательно осмотреть краны и привести в порядок каждую деталь. Снимали с портального 5-го поворотный редуктор. Разбирали тут, зачищали все, заменяли запчасти, теперь собираем в обратном порядке. Это только маленькая толика той работы, которую в зимний период выполняют сотрудники Ленского речного порта. Объемы немалые, ведь к навигации надо быть во всеоружием. А тем более в эту навигацию 2019 Ленский речной порт войдет в новом статусе. С января 2019 года Алмаздуртранс акционерной компании «Алроса», подразделением которого является Ленский речной порт, стала полноправным самостоятельным юридическим лицом, обществом с ограниченной ответственностью «Алмаздуртранс». В этом году Ленский речной порт должен переработать 145 тысяч тонн для алмазодобывающей компании. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Туризму в Якутии все-таки быть и развиваться. В поисках новых ощущений все больше путешественников стали приезжать в наш регион. На этой неделе сразу несколько команд с разных концов нашей страны прибыли в столицу республики. Подробнее о маршрутах, планах и экстремальном туризме в материале Ольги Башук. Группа из 3 человек под руководством опытного путешественника Сергея Саймона начала свой путь в Челябинске. В течение 5 дней, проехав почти 7 тысяч километров на внедорожнике, они приехали в Якутск в начале этой недели. Перед членами экспедиции стоит непростая задача – покорить Чукотку. Это удается далеко не каждому. В прошлом году я уже был у вас в Якутии, я ездил в Тикси в одиночку на этом же автомобиле. Возвращаясь обратно, мне встретился мой земляк Алексей Тулупов. У него был маршрут в прошлом году, как раз он пытался доехать до Певека, то есть туда, куда мы едем. Но у него доехать не получилось, и у меня закралась мысль, а почему бы, может быть, в следующем году не съездить туда. Этим летом на слете блогеров Сергей познакомился с Игорем Курсаковым, и они вместе решили испробовать этот сложный маршрут и исполнить давнюю мечту Игоря. Это вообще была моя идея, которая жила со мной примерно с 1989 года, потому что я был в Певеке в 1989 году. И я всегда мечтал туда доехать на автомобиле. Вот сейчас эта мечта моя реализуется. Перед поездкой большая работа была проделана с транспортным средством. Сделали подвеску, поменяли колеса. Автомобиль тщательно утеплили, поставили автономные подогреватели и увеличили мощность двигателя. Помимо этого было оборудовано и спальное место. Путешественники считают, что безопасность – это самое главное в поездке. Очень важно подходить именно с точки зрения утепления автомобиля, то есть чтобы было тепло, его автономности длительной, да, то есть если вдруг придется где-то остаться автономно, запас хода, то есть топлива, это должно быть увеличенный запас топлива, ну и его проходимость чуть больше, там увеличенные колеса, потому что не всегда, опять же, разная структура снега, разные дороги, где-то можно проехать, где-то нет. Тщательно подготовили и оборудование для съемок. За время экспедиции планируется отснять и смонтировать порядка 10 видеороликов с подробной инструкцией о том, как путешествовать на машине по такому сложному маршруту. У меня есть с собой камера, которая постоянно греется вот тут вот на пузе у меня, чтобы она не замерзла, да?
Есть запасная камера, экшн-камера, есть квадрокоптер. Даже два, на тот случай, если вдруг мы один потеряем, потому что техника бывает ломается, замерзает и улетает. Путешественники отправились в путь из Якутска. Следующая точка маршрута – Аймикон, затем Зырянка, Черский, Певек. Ну а дальше самое сложное – Полярный и мыс Шмидта. Все это делается не просто так. Главная цель экспедиции – не только добраться до труднодоступных мест, но и показать, что в нашем регионе можно и нужно заниматься туризмом. Я оцениваю потенциал Якутии раскрыт на 5%. 95% это непаханное поле. И здесь могут местные жители приложить немного усилий и зарабатывать всю жизнь. Здесь есть горы, здесь есть леса, реки, здесь есть рыбалка, здесь есть охота, здесь есть очень много народных промыслов, здесь выращивают оленей. Здесь есть то, чего нет в других регионах. Это очень перспективное направление, и люди будут сюда ездить. Просто всех сдерживает пока транспортная инфраструктура и дороговизна перелетов, особенно в летний период. Но мы своим примером доказали, что сюда можно приехать спокойно на машине. Члены уже другой экспедиции также считают, что наш регион идеально подходит для экстремального отдыха. Известный автопутешественник Богдан Булычев в Якутии уже 4-й раз. Волею судьбы именно наш гостеприимный край, а конкретнее поселок Тикси, стал фундаментом создания его семьи. Много слов. Ты мне скажешь, да? Да? Многие девушки мечтают о том, чтобы им сделали предложение на море, на южном побережье, поэтому я выбрал необычное море и необычное южное побережье. Это было южное побережье моря Лаптевых. Для того, чтобы сделать предложение, я выбрал кольцо из якутского золота с якутским бриллиантом. И так получилось, что этот холодный регион, далекий регион, стал родным, близким, теплым для моей семьи. Я привез жену сюда, и я понимал, что она должна мне сказать «да» именно здесь. Если бы она сказала «нет», я бы, наверное, оставил бы ее в Тикси. Путешественники собираются достигнуть самой северной точки региона Чукотки – мыс Шелакский, тем самым установив рекорд для книги рекордов России. Членам команды предстоит проехать по зимникам и замерзшим водным артериям нашей республики, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Часто слышим, что это какой-то недоступный, страшный регион, куда невозможно попасть. Одна из наших целей – это показать, что не так все страшно, что по этим зимникам можно путешествовать на обычных автомобилях. Обе команды путешественников уже отправились в путь. По приезду члены команд расскажут обо всем, что встретилось на их пути. Место встречи, как и место начала путешествия, неизменно. Друзья, мы находимся в Якутске, на земле Аланхо, и что могу сказать? Здесь говорить излишние слова такие: уруй, айхал, 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 ура! Ольга Башук, Анастасия Данилова, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. День за днем. А суровая зима, наконец, уступила свои права долгожданной весне. В России с 4 по 10 марта празднуют Масленицу. Это издавна один из самых любимых на Руси праздников, который отмечается целую неделю и имеет очень важное значение в народно-православном календаре. Как отметили в нашей республике, сырную седмицу, так иначе называют Масленицу, в материале Анастасии Даниловой. Праздничную неделю в столице первыми встретили в библиотеке «Созвездие». Традиционно для всех, кто пришел в этот день проводить весну, ожидали конкурс блинов среди организаций Гагаринского округа, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, театрализованные представления и, конечно же, праздничное чаепитие. Мне очень понравился праздник, понравилось, как принцесса танцевала с Иванушком-дурачком. Также понравился конкурс «Смайлик». И тут очень много людей, все в красивых нарядах, много танцевальных коллективов. Мне понравился. На конкурсе, именуемом «Мастера блинного двора», победу одержали сотрудницы детского сада «Теремок». Они поведали о том, какой же секретный ингредиент повлиял на их первенство. А вот как хозяюшка делала, расскажи нам. А секреты мы выдавать не будем. Хотя один секрет могу сказать. Самые лучшие блины всегда получаются на кефире. Не на молоке, не на сметане, а только на кефире. Они получаются очень пышные и мягкие.
Наталья Стуканева же из Алдана преимущество находит в начинке. У Натальи семья большая и дружная. 6 членов семьи. Супруг, старший сын и 3 дочери. К сырной сетмице готовятся заблаговременно. Помогает ей в этом младшенькие Маша и Ксюша. Это возможность поесть блинов вдоволь. А так как у нас семья большая и блины все любители большие покушать, то проблема в том, что кто их в таком объеме печь будет. А так, да, пекем, конечно, во всех их проявлениях. Сладкие, фаршированные, в основном фаршированные, очень уважаем. На Руси каждый день имел собственное значение. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – тещины посиделки, суббота – заловки на посиделки, а воскресенье считалось проводами или прощенным днем. В Алекминске в детском саду «Звездочка» эти традиции не только помнят, но и передают малышам, для которых веселый четверг стал настоящим праздником. Вот в этот день детям предлагаются разнообразные игры, это катание на горках и, конечно же, любимое лакомство детей – это блины. Ох уж эти блины! Они были хороши, горячи, румяны, пышны, со сметаной. И с припеком были, да еще и с медом. А в Якутске основное празднование Масленицы и народные гуляния состоятся завтра, 10 марта, в 12 часов дня в Старом городе. В программе будут метание метлы, народные забавы, бои подушками, аукцион блинов и многое-многое другое. Анастасия Данилова, Татьяна Вахнина, Елена Фаст, Максим Копылов, Георгий Григорьев, Якутск, Алдан, Алекминск. Именно такой была эта неделя. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Хороших вам новостей и событий.